Вещание телеканала «Ингушетия» продолжает информационная программа «Новости 24». В студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. Ингушетия отмечает 24-летие со дня образования. Сегодня в столице республики состоятся массовые народные гуляния, которые завершатся большим праздничным концертом на главной площади Магаса. Годовщина субъекта является важным событием для каждого жителя региона. 4 июня 1992 года Верховным Советом России был принят закон об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Этот документ оказался судьбоносным для нашего региона. С тех пор эту дату с особым чувством отмечают тысячи ингушей. В связи с праздником к народу обратился глава республики Юнусбек Евкуров. Ассаламу алейкум, уважаемые земляки, жители республики Ингушетия. Мы отмечаем все вместе день рождения нашей любимой республики. Нашей республике исполняется в 2016 году 24 года. Все мероприятия, которые в этом году у нас проходят, это будет как генеральная репетиция к 25-летию нашей любимой республики. То есть в 2017 году мы с вами будем праздновать 25 лет. И, конечно, более масштабные мероприятия будем проводить в 2018 году. Но, тем не менее, в этом году мы в рамках этого дня, в рамках Дня рождения республики, открываем много социальных, коммерческих, экономически важных объектов, строим новые дороги и, естественно, развиваем нашу республику. Я хочу от всей души поздравить всех жителей республики, всех нас вместе, всех, кто стоял у истоков создания республики, с днем рождения нашей любимой Ингушетии. Пожелать нам всем здоровья, успехов, процветания, и чтобы все невзгоды ушли в былое, и только радость и процветание нас всех радовало в дальнейшем по нашей республике. Дорогие друзья, хочется сегодня всем сказать и вести этот день как традиционный. Я думаю, что молодежь меня в этом вопросе поддержит. Давайте мы каждый год 4 июня, в день рождения нашей любимой республики, уйдем от обычных таких, казалось бы, для многих ставших уже традицией негативных комментариев в интернетах, негативных высказываний друг против друга, вообще от какого-либо негатива. Я от души хочу нам всем пожелать здоровья, счастья, успеха во всем, чтобы наша любимая республика процветала. И я всегда эти слова привожу и буду приводить, пример буду ставить, Султана. Как он нам всем говорил, всем жителям говорил: берегите нашу республику, кроме нас ее беречь некому. Это золотые слова, они прописаны золотыми буквами в истории нашей республики. Давайте беречь республику. С праздником всех. Далбарца, Болбой, Далтехи, Беркетиюн. С Днем образования республики жителей Ингушетии поздравил и полномочный представитель президента России в СКФО Сергей Меликов. Дорогие жители республики Ингушетия, хочу сегодня от всей души поздравить вас с 24-й годовщиной образования республики. Сегодня Ингушетия – один из самых молодых регионов в составе Российской Федерации. Но, несмотря на это, в истории республики были самые разные страницы, и добрые, и сложные. Но, пройдя через все испытания и сохраняя веру в свое доброе будущее, республика обрела стабильность, как в общественно-политической, так и в экономической ситуации. На сегодняшний день в республике главным достижением является стабильность и безопасность ее жителей. На протяжении уже длительного периода республику не потрясают те события, которые знакомы нам в недавнем печальном прошлом. Жители сегодня могут свободно трудиться, растить детей, обретать все блага, которые дарит им благоприятная погода, климат, комфортные условия нашего Кавказа. Более того, сегодня Ингушетия открывает себя для граждан всей России, и многие жители других регионов нашего государства стремятся побывать в Ингушетии для того, чтобы открыть для себя ее самобытную культуру, древние ценности и гостеприимство жителей Ингушетии. Признание республики демократическим, правовым, светским государством – это то, к чему шел ингушский народ многие годы. Путь к становлению государственности оказался непрост, тем не менее, сегодня Ингушетия считается одним из самых стабильных и стремительно развивающихся субъектов страны. О самых заметных событиях в истории региона Хава Султыгова.
Удивительный регион юга России, щедро одаренный природными красотами и известный древними памятниками. Ингушетия – один из самых молодых субъектов Российской Федерации с богатым историческим прошлым и не менее известным настоящим. Регион в числе передовых субъектов страны и участвует во всех значимых мероприятиях. Сегодня, согласно Конституции, Республика Ингушетия – это демократическое правовое светское государство с административным делением 4 района и 4 города, один из которых – столица республики – Магас. Его строительство началось сравнительно недавно на месте одноименного древнего города, столицы Аланского царства. Как самостоятельный и независимый ни от кого субъект, Ингушетия отмечена еще на рубеже 17-18 веков. В то время, когда соседние народы активно противостояли интересам России на Кавказе и вели многолетние ожесточенные войны, ингуши дали присягу о добровольном вхождении в подданство Российской империи. Если говорить о деталях этой присяги, то она в чем заключалась? В том, что ингуши будут верными подданными России, ее императорского величества, как тогда говорили, потому что правила тогда Екатерина II. Ингуши сменили несколько территориальных объединений. 7 июля 1924 года была образована Ингушская автономная область. Эта республика, она, значит, Горская республика была упразднена, и Владикавказ поделен на 2 части. Так сказать, водоразделом в прямом, в переносном смысле этого слова этих 2 областей, вернее, столиц этих 2 автономных областей была река Терек. Правый берег был наш, левый берег был осетинский. Но уже в 1934 году Ингушетия и Чечня были объединены в Чечено-Ингушскую АССР. Административный центр в Грозном, структурные органы и культурные объекты там же. Ингушетия, не имея ни своего статуса, ни экономики, становится преимущественно аграрным районом Объединенной Республики. В Назране располагались 2 промышленных объекта – мукомольный завод и трикотажная фабрика. 1100 женщин ингушской национальности освоили десятки разных специальностей на местной трикотажной фабрике. В тяжелых 90-х, несмотря на слабое развитие своих территорий, ингуши не теряют патриотизма. На всенародном референдуме 1991 года подавляющим большинством ингуши проголосовали за сохранение статуса российского региона. Мечта целого народа стать самостоятельной единицей государства сбылась в 1992 году. Закон Российской Федерации об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Статья 1. Образовать Ингушскую республику в составе Российской Федерации. Получив свою государственность, молодой субъект сразу же столкнулся с огромными проблемами. Отсутствие экономической базы, потоки беженцев из Чечни и, как следствие, рост социальных проблем. Решение этих задач легло тяжелым бременем на ингушское общество и первого президента республики Руслана Аушева, которому предстояло начать все с нуля. Президент Республики Ингушетия находился в бывшем здании райкома КПСС. Правительство Республики Ингушетия располагалось в обычном рядовом здании ПМК. И вот в этих условиях начиналось строительство республики, образование, становление органов власти. И, конечно, в этот период очень сильное, я скажу, негативное, может быть, и отрицательное становление развития нашей республики сыграл, конечно, конфликт 92 года. Существующая тогда очень острая проблема, связанная с событиями 92 года, очень сложная, очень трудная проблема постепенно решалась. Хотя я должен сказать, что закон о реабилитации репрессированных народов, о котором обычно говорят вот эти ура-патриоты, сразу наскоком исполнять, конечно, никто не будет. Поэтому постепенно все проблемы решаются и будут решены.
Начало 2000-х для Ингушетии становится роковыми. В республике новое руководство и начало радикализации общества. В памяти народа этот период остался временем, когда люди попросту могли погибнуть от шальной пули. Перестрелки на улицах, частые обстрелы чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Террористические акты, уносившие десятки жизней. Лет 8 тому назад, лет 7 тому назад средь бела дня угоняли машины. Средь бела дня убивали людей, убивали и представителей органов власти. Люди боялись ночью выезжать, выходить. Невозможно было жить нормальной, общепринятой человеческой жизнью. Не знаешь, когда утром уйдешь на работу, не знаешь, вернешься ты или нет. Все это не могло не сказаться на серьезном отставании регионов в экономике и социальной сфере, снижение градуса террористической активности и целый багаж социальных проблем, которые предстояло решать следующему президенту, впоследствии главе Ингушетии Юнусбеку Евкурову. Мне кажется, вот с приходом Юнусбека Мадгиреевича, я говорю это без лести, без всякой лести, потому что я к власти, так скажем, причастен постольку, поскольку у нас идет бурное развитие в социально-экономической сфере. Такого строительства, когда вся республика является фактически стройплощадкой, такого строительства вы нигде не увидите. У нас сегодня туристы, поток туристов. Я знаю, как автобусы с Кисловодска, в санаториях Кавминвод организовывают туристические поездки к нам в горы. И вот проездом обязательно посещение, это мемориал памяти и славы. Это уникальнейшее сооружение, это память о наших старших, это память о нашей истории. И вы посмотрите вот за последние годы, как преобразилась сфера образования. Посмотрите, во всех крупных населенных пунктах у нас новые школы. По современному оборудованию оборудованы. Посмотрите сегодня сфера здравоохранения. Постепенно, по мере решения многих задач, республика стала одним из привлекательных регионов страны. Преступность и террористическая активность жесткой рукой главы сведены на нет. Регион стал привлекательным как в плане туризма, так и экономики. Годы отчуждения остались позади. Хава Султыгова, Новости 24. Сегодня в День образования республики поздравления в адрес руководства и жителей Ингушетии приходят и от руководителей соседних регионов. Свои видеообращения прислали главы Чеченской республики и Дагестана. Сегодня Ингушетия – это республика очень динамичная, очень красивая республика. Я даже иногда завидую, потому что республика Ингушетия по многим параметрам лучше обустроена, даже чем республика Дагестан, которая давным-давно является республикой. От всей души поздравляю весь ингушский народ, всех, кто живет в Ингушетии. Поздравляю своего младшего друга и брата Юнусбека Евкурова. Удачи вам! Вообще, я думаю, что при таком народе и при таком руководителе удачи неизбежна. Тагана вай братский дон республики Ингушетия дона тайди шакоч хилар дона республики зимхалар гойд зимхал чоланji зимал хуйвалчи зимал дон энергию зимал дона мобильностью дас дона так дерзкий развитие хилар дух дона гайдар сандел дона и хилар тер дона та республики Ингушетия дона хаз шут так хордин дона حاجة لدوقت دون كل أبيك شو سألنا أبيك شو تاكا إقتصاديس كنا نبرالين دون развитие экономики دون أبيك شو تاكا إز دون وين مسنا دون بقي في دون أشي إنجوشيتي شيء أدلنا رجيون خلردو تاكا تير قيمة خلردو تاكا ديل جوش دون بقى تعبش دقع خلق جوش تكال كان دون يوم دينا دون وش هذا معشر ما يدنا دون جوش دول ديش دو تاكا دون
Республики Кабардино-Балкария дон, Карачай-Черкесия, Чечен дон, Чеченский дон, Чечен Ингушетия, Хилдюве дон, Иштона, Делахтахан вен Гушдук дон, Чеченский Республика деградировать шу, Ингушетия деградировать шу, Судел дон, Изавей дона, Согой войду Адоз на Шхелари войну Амасхи, да, свой дон, Делах дон, Веджериду, Шише Конституции, Шише регион дон, Ицу дон, Ивей Шехен дона, إتى بخارج بربعندوش إنجوش هتي عدوان توام تغلر نوشي جاتوان بولشينا ويدوك كشادو بيجنش بو ألسن دون نوشي جات أم دون غالغي دون ويجرست إيه يتصل هورنا دون شواح كرح دون شيء دوستو قالر دون كوشك دي أديوش إينا سو مصر دون ريسبوبليكا باخر هوي أكا الريسبوبليكا حلقة بول إشادك شيء دوق تلات دون يفكروا دون يونس بيك بمت جديد شن كمان دا شابك ده أو بلا ده بس صعب وشه إلسي ده ضرفة بس دون. Пока в Магасе готовится отметить сегодняшний праздник культурными мероприятиями, в Назрани это сделали по-спортивному. Там, на площади перед Домом культуры, состоялась массовая зарядка. В здоровой акции участвовали представители различных видов спорта. За ними наблюдала моя коллега Рина Цичеева. Сожмите ладонь в кулак и начните вращать кисти. Несмотря на дождливую погоду, площадь перед Дворцом культуры превратилась в настоящую спортивную арену. Для того, чтобы зарядиться энергией вместе с олимпийским чемпионом Рахимом Черкиевым, здесь собрались десятки спортсменов. Выполняют простые, но очень эффективные движения. Самые главные олимпийские упражнения – отжимания, бег на месте и вращение локтей и таза. Такие движения этим спортивным ребятам уже знакомы. Каждое их утро начинается с разминки. Но мастер-класс от олимпийского чемпиона увидишь не каждый день. Тем более, что у него свои хитрости. К примеру, это упражнение называется «Бой с тенью». На массовую зарядку собрались будущие чемпионы, а может и олимпийцы, самые маленькие, те, кто постарше, хоккеисты, футболисты, борцы и победители различных соревнований, которые навсегда связали свою жизнь со спортом. Каждое утро делаю зарядку, но с Рахимом Черкиевым первый раз. Я делаю зарядку головой, руками. А для чего все это надо? Чтобы тренироваться, чтобы не болеть. Черкиев – это олимпийский чемпион. Я очень рад, что я здесь. Я его впервые в жизни увидел. Рахим Черкиев провел очень хорошую зарядку. И я буду повторять эти упражнения дома каждый день, каждое утро. Проводить такие зарядки для Рахима Черкиева стало уже традицией. Он-то уж точно знает, что спортивный человек сможет покорить весь мир. У нас хорошая молодежь. Ребята в хорошей физической форме. У них большой потенциал. В республике созданы очень хорошие условия для занятий спортом. Для них нету сегодня преград. И я рад их сегодня здесь всех видеть. Жителям республики желаю здоровья, счастья, благополучия и процветания. Энергии на весь день зарядились. Теперь самое время сфотографироваться с кумиром на память и бежать отмечать день рождения Ингушетии. Рина Цичеева, Магомед Дидигов. Новости 24. Открытие новых объектов ко Дню Республики является некой традицией для властей региона. И 24-я годовщина не стала исключением. Накануне в Назрани перерезали еще одну красную ленту. Там торжественно открыли зал тяжелой атлетики. Спортзал не имеет аналога в республике. Он назван в честь тренера Ибрагима Кадзуева. Это событие отметили соревнованиями по тяжелой атлетике. Спортивный объект площадью около 2000 квадратных метров возвели всего за 2 месяца. Его строительство обошлось в 60 миллионов рублей. Открыть столь важный для любителей тяжелой атлетики объект приехал лично глава республики. В своем приветственном слове Инусбек Евкуру отметил, что ввод в эксплуатацию таких спортивных сооружений позволяет республике не только развивать спорт, но и растить хороших спортсменов. Должны появиться новые бойцы, новые спортсмены из молодых таких хороших ребят, которые должны показывать хороший уровень, как в округе, так и за пределами округа и страны в целом. Всех поздравляю, но в первую очередь нашего патриарха этого вида, главного тренера, незаслуженного тренера Советского Союза Ибрагима Кадзуева.
Первый зал тяжелой атлетики назван в честь именитого тренера Советского Союза Ибрагима Кадзоева. Теперь у этого вида спорта в нашей республике уж точно богатое будущее. Открытие такого здания было давней мечтой Кадзоева. Исполнить ее лично взялся Юнусбек Евкуров. Юнусбек Баландверович, такого зала в России нет. Я могу твердо сказать. Я много ездил по миру, работал за границей. И в Центральной Америке залов таких не было. Именно вот этот зал дал всем вход. Поэтому я очень благодарен. Тем более вы этот зал назвали «Динамо», отдали ведомство «Динамо». Я всю жизнь работал в «Динамо». В «Динамо» я и воспитывал и чемпионов мира, и олимпийский чемпион. И вы мне, так сказать, вернули молодость назад. Теперь я, хочешь не хочешь, должен стараться работать. И я буду стараться. Сразу после торжественной церемонии открытия в новом зале прошли первые состязания, в которых приняли участие более 20 спортсменов. Призовые места заняли атлеты из Чечни, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Глава республики вместе с известными ингушскими атлетами поздравил победителей. Затем Юнусбек Евкуров сам лично наградил спортсменов медалями и почетными грамотами. Глава республики осмотрел зал, где спортсмены будут тренироваться, и остался доволен. Одно оборудование чего стоит. Особенно радует спортсменов помосты. Их здесь установили аж 10. В этом комплексе одновременно могут тренироваться более 50 спортсменов. В здании предусмотрены все удобства для тяжелоатлетов. Современные спортивные снаряды, просторные раздевалки и душевые кабинки и большое пространство. В новом комплексе предусмотрены все удобства для того, чтобы спортсмены могли заниматься тяжелой атлетикой, продолжая бить новые рекорды. Радовать любителей тяжелой атлетики спортсмены будут все чаще, потому что новый зал соответствует всем необходимым нормам. Теперь в нашу республику часто будут приезжать атлеты из соседних регионов, ведь современный зал позволяет проводить соревнования в масштабах не только СКФО, но и всей страны. То, что я увидел, это международный стандарт. Великолепные 10 помостов, великолепная организация, великолепный инвентарь, который редко где встретишь, тем более здесь, на Северном Кавказе. Поэтому впечатления только положительные. Я поздравляю всех штангистов Ингушетии с таким прекрасным залом. Такого зала нам дает будущее, продвижение, стремление нашим спортсменам, чтобы можно было продвигаться в дальнейшем, занимать места, как выезжать за границы. Отличные условия. Это действительно такому уважаемому человеку, это самый достойный зал, который работал. В Индонезии он работал, за границей работал. Столько мастеров спорта международного класса, заслуженных мастеров, сколько раз он выступал, на Олимпиаде был. Строители успели не только построить здание, но и благоустроить прилегающую территорию. Аккуратно уложена тротуарная плитка, посажены цветы и деревья. Своим примером строители доказали, что если постараться за столь короткие сроки преподнести такой подарок ко дню рождения республики, вполне реально. Посмотреть на первый в республике зал тяжелой атлетики пришли и жители региона. У ребят, которые хотят заниматься тяжелой именно атлетикой, будет возможность в нормальных, цивилизованных условиях заниматься. Тренерам будет возможность дать то, что они умеют детям. И вообще по всей республике, которая идет вот это, именно в спортивном направлении, лучше не может быть. Я увидел очень много сильных спортсменов. Они показали себя достойно. Каждый хорош по-своему, победить сильнейший. Теперь копилка спортивных достижений ингушских спортсменов будет пополняться не только в традиционных видах спорта. Совсем скоро у нас своя появится команда тяжелоатлетов, готовых выступать на мировом уровне. Магомед Асканов, Майырбек Мирзоев. Новости 24. Сегодня в адрес жителей республики звучат самые теплые и искренние слова. Они скупились на пожелания даже космонавты. На связь с Ингушетией вышли борт-инженеры 47-й экспедиционной международной космической станции. Кроме того, ингушский народ поздравили другие известные люди. Сейчас я бы хотела искренне, от всей души, поздравить всех жителей Республики Ингушетия с тем праздником, который празднуется особенно с Днем образования республики. Я хочу пожелать развития республики, хочу пожелать каждому жителю, и маленькому, и большому, и пожилому, и работающему, чтобы вы были прежде всего счастливы. Счастливы, когда в душе комфорт, покой,
когда вы знаете о том, что вас ждет завтра. Я хочу пожелать вам добра и благополучия, пожелать здоровья, больших семей, уважения друг к другу и огромной любви не только в семье друг к другу, но и просто как граждан республики, которая молодая, но так активно развивается. И у нее очень хорошее будущее, а значит и будущее ваших детей. Я желаю вам этого счастья, мира и покоя каждому дому. Я хочу поздравить всех жителей нашей республики, весь наш народ с обретением государственности, с сегодняшним днем рождения республики. Мы и наши предки, и наше старшее поколение долгие годы стремились к государственности нашей республики, нашего народа. И с этим праздником, с праздником образования нашей республики, я всех поздравляю. Желаю всем добра, взаимопонимания, здоровья, удачи, успехов в дальнейшем развитии нашей республики. Дал беркет и хлоп веймохк, дал хагал нед лоб вен из мохлорби, тахне хайна живен государствен из лорье дал бартхалбе масынята. Дорогие друзья, 24 года назад, 4 июня 1992 года, была образована Республика Ингушетия в составе Российской Федерации. Ингушетия – один из красивейших регионов нашей страны, имеющий богатое культурное наследие и неповторимый облик, в котором гармонично сочетается старина и современность. Примите самые теплые, искренние пожелания здоровья, успехов, удачи во всех начинаниях, процветания и уверенности, мира и благополучия каждому дому, каждой семье. Желаем Республике Ингушетия процветания, мира и согласия, а всем ее жителям крепкого здоровья, добра и благополучия. И берегите нашу землю, она так прекрасна. Бортинженеры 47-й экспедиции на Международную космическую станцию Юрий Маленченко, Олег Скрипочка и Алексей Овчинин. Вы знаете, ингушский народ в очень надежных руках. Я очень плотно общаюсь с руководством. Юнузбек Евкуров — человек системы, человек, который абсолютно лишен всяческого высокомерия, всяческого ненужного пафоса. Он абсолютно вместе со своим народом, он очень любит своих людей, очень любит людей разных национальностей, что очень важно. И вовлекает в управление, в жизнь республики другие народы, что, безусловно, обогащает Ингушетию. И мне кажется, что я пожелаю так держать, потому что вот этот стиль, который на сегодняшний день избран, он очень верный. Он, безусловно, уже за многие годы оправдал себя. Надо просто сохранять это хорошее настроение, эту бешеную жизнерадостность, любовь к родной земле. И еще через 25 лет мы увидим процветающую, мощную часть России, Республику Ингушетию. Я хочу на 50-летие Республики Ингушетии тоже выступать, если это получится. Мусульмане готовятся к Рамадану. Священный месяц ориентировочно наступит в понедельник. Сегодня на мемориале памяти жертв осени 92-го собрались религиозные деятели и простые жители республики, чтобы отметить предстоящий месяц поста и День образования Ингушетии. На территории кладбища состоялась раздача милостыни и коллективный намаз. Слово Ферида Миржоевой. Несмотря на пасмурную погоду, на мемориале памяти жертв событий 1992 года собралось много людей. Это имамы и глава администрации, молодежные объединения и просто неравнодушные жители нашей республики. Раздачу садака приурочили ко Дню образования республики и началу священного месяца Рамадан. حسب بورسجون هرناغ ويرس بوقت مخ باش بورسناغ اشتبوه بو استغن 10 بلا بركتي بوه بو 10 بلا سيد ولج الله هو بين شارع دال اخيرا بو دال جش دول اش بس بي بو يات اش بس بوليش يات وين دال عندك اش بس لبات دايم ويدين مولوش اجوين دغ بوخ بут احتياج عندك بوخ. Люди со всех сел, городов нашей республики приходят сюда, делают дуа, читают зикр,
это значит, что люди, которые потеряли своих близких и родных, которые без вести пропавших, они не забывают и не забудут своих родных и близких. У меня без вести пропал муж, и в первых числах вот этой трагедии похоронен здесь диверь мой, Амирханов Алихан Хамзатович. Это мой муж, он находится в списках без вести пропавших. На сегодняшний день 192 памятника установлены, судьба которых до сих пор неизвестна, он находится в этих списках. Вот сегодняшнее мероприятие, это очень важно. Собравшиеся выражают друг другу соболезнования. Ближе к обеду на место прибыл глава республики, вместе со всеми совершил коллективный зикр. Трагической для всего мира стала новость о смерти великого боксера Мухаммада Али. Собравшиеся почтили его память, совершив коллективную молитву. Ну а после в своем выступлении Юнусбек Евкуров отметил, что по поиску пропавших без вести в 1992 году ведется большая работа. يرمو موت كجا حاوخ وتحني جير تحني حمار جير يرمو موت كج والله ريش سخلج أكان دوادش سخلج وازت بين رش وازت بين بوز دقة برش دقة نار دبيكا خزر يارلس خلو نشخن عسب بيزا أقل مناخ ويترقص بيش وكيشان ناكرش زمانشك دخل سخلج دعوة ويتحي دكتيان خيط داتسو يا حما مسلم الحديد يجده نو يرمو خوص حم أول تردوات سجى كارد وحجر دقش خضر بحندوش درقت حما دقوخ مثلا نخ بحندوش وقوزة ساعتي ولش شرعت تدوات سجى شوزة قوزة نخ حبوبش ساعتي ولش مسكريش خضر وياش بس يموتك تحنتي بنيات تحنوير بنيات يموتك بصوب نياك موتك يموتك غلاي موكل موتك برق مول والموك مول غلا ولا نوقش ولا سيدي ولا مسني موتك خير هذا كاساد بار ذكر دجا саду уже. Символично то, что раздачу садака приурочили именно ко Дню Республики. К сожалению, жертвы событий 1992 года не дожили до этой праздничной даты, но они навсегда остались в памяти народа. Ферида Миржоева, Салим Хамхоев, Рахман Суров, Новости 24. Основные торжества сегодня в День Республики развернутся на площади Алании и в башне Согласия. На площади перед администрацией главы Ингушетии под открытым небом пройдет шахматный турнир, в котором смогут принять участие все желающие. Там же профессиональный музыкант республики исполнит для гостей праздника старинные ингушские народные мелодии. На площади Алании в этот день пройдет праздничный концерт с участием звезд эстрады СКФО. Происходящее на сцене вокруг нее будет проецироваться на большой светодиодный экран. Наш канал обеспечит прямую трансляцию концерта. Здесь же, на площади Алании, разместится мастерская, в которой известные художники покажут жителям республики мастер-классы. Рядом развернется ярмарка народных промыслов, украсит праздник яркое выступление канатоходца-виртуоза, состоится трюковое шоу. В это же время в башне Согласия на первых этажах будет работать дизайнерская выставка ингушского национального костюма. Один из ключевых моментов праздничных мероприятий ко Дню Республики – торжественная церемония поднятия государственного флага Ингушетии над башней Согласия. А ярким завершением торжества станет праздничный салют. Начнутся народные гуляния в столице в 17 часов. В связи с этим в местах проведения праздничных мероприятий сотрудниками правопорядка будут предприняты меры повышенной безопасности. Правоохранительные органы призывают жителей и гостей республики проявить бдительность. Органы внутренних дел переведены на усиленный вариант несения службы. За счет этого усиления мы усилили наряды на общественных местах, усилили наряды несущих службу на стационарных постах. У нас особое главные мероприятия республиканского значения будут проводиться 4 числа в городе Магаз и 12 числа по всей территории Республики Ингушетия. В этой связи разработаны соответствующие расчеты сил и средств, реализуется комплекс мер, связанных с ограничением движения транспорта, с организацией досмотровых проверочных мероприятий, с наращиванием сил и средств в тех местах, где они будут проводиться. Особое внимание жителей нашей республики хотел бы обратить на необходимость соблюдения бдительности. Мы обладаем информацией о возможных попытках совершения противоправных действий, в связи с чем прошу вас при выявлении
или установление любых обстоятельств, которых могут представлять интерес, будь то сумка, которая находится в том или ином общественном месте, пакет, иной предмет, вызывающий подозрение. Не трогать эти предметы, не пытаться принимать какие-то самостоятельные действия, незамедлительно сообщать территориальные органы с тем, чтобы мы могли отработать. Кроме этого, хочу обратить внимание на, возможно, длительное время стоящее в том или ином районе транспортных средств без присмотра, на увиденные вами подозрительных лиц, которые проживают в том или ином месте. Мы просим вас своевременно информировать правоохранительные органы. По каждому вашему звонку, по каждому вашему сообщению будут приняты исчерпывающие меры по проверке данного сообщения. Помните, что одним звонком вы можете предотвратить гибель ни в чем не повинных людей, в числе которых могут оказаться и ваши родственники. Значит, праздничные дни наряду с иными мероприятиями будут реализованы меры по ограничению движения транспортных средств. Это места проведения праздничного мероприятия. В частности, в городе Магаз это будет перекрыта поддержка центральной площади Алания. Я прошу жителей республики заранее выбирать места объезда. Кроме этого, будет ограничена парковка транспорта вблизи мест проведения массовых мероприятий. Обращаюсь к вам с пожеланием максимально оставить транспортные средства дома с тем, чтобы у нас и так загрузочная парковочные площадки незначительные, чтобы не создавать дополнительные трудности и себе, и другим гражданам. Значит, в местах проведения праздничного мероприятия будет организовано досмотровое мероприятие с использованием технических средств досмотра. Значит, здесь стандартная схема: лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, вызывающие подозрения, имеющие при себе колющие, режущие предметы, травматическое или иное оружие, в места проведения праздничного мероприятия допускаться не будут. Просим заранее оставлять все эти предметы дома, чтобы у вас не было лишних эксцессов. Особое внимание обращаю жителей нашей республики на недопустимость оказания противодействия сотрудников полиции, несущим службу по охране общественного порядка. Сегодня утром на железнодорожном вокзале родственники и сотрудники администрации Малгобекского района встретили семью Дзахкиевых. Супружеская пара из Ингушетии, воспитавшая 9 детей, оказалась в числе 60 многодетных семей со всей страны, которым указом президента России Владимира Путина вручили орден родительской славы. Дзахкиевы были представлены в номинанты главы республики Юнусбеком Евкуровым, а торжественная церемония награждения прошла накануне в Кремле. На родине Дзахкиевы встретили не только множеством поздравлений, но и подарками. Многодетной семье вручили телевизор и стиральную машину. У меня на этом все. Всего доброго.